за каждого не можем строить ветки так, как это наша ошибка. У нас тоже такая же ошибка была. Нам никто не помогал, родственники никто. И еще что хочу сказать, у меня муж первый подписался. Кто-то там написал на ему на WhatsApp, Сахтубе, мы в Алмате, представь, там такое расстояние, и он пишет, она пишет, какая-то взрослая женщина, они же сетевики, горе-сетевики, там, в этих чатах, да, у вас тоже там, наверное, так же. И ему кто-то вечером пишет, одна женщина, подпишись, говорит, сейчас это такая классная компания, Корея, бесплатно. И он подписался, и мне говорит, Шнара, вот, знаешь, я говорю, знаешь, это лохотрон. Год я так говорила, представляете? Я мужу сейчас благодарна, сейчас мы Шароны, да, год я ему твердила, мне это лохотрон. Тогда вообще с Россией, мы через Россию брали, помните, да? В марте подписался он 2019 года, с августа месяца мы через вас начали брать в рублевой зоне вашу продукцию. Потом тенговая зона, пока мы, конечно, в рублях получали. И вот я то, что хочу сказать, что мой муж, как вот, может вам тоже поможет, он каждый день слушает Пахангиля. Каждый день. Он кушает Пахангиль, ужин Пахангиль, завтрак Пахангиль. Я, знаешь, думаю, блин, как-то это закончится. Честно. Я не понимала, мне так думала, что это какая-то секта, что ли, зашел, что ли, что. Мне это было, честно, неприятно. Я вот так. И представляете, он с таким негативом жил, да? И каждый раз, когда я ему говорила, что не это, лохотрон, я говорю, вот увидишь, Казахстан придет, будет платная регистрация. Вот каждый месяц будете брать. Я так говорила, представляете? А не, он потихонечку пришел, и никаких оплат нету, ничего нету. Так как я в каждой компании, когда была, мы оплатили. Мы за регистрацию платили, каждый месяц брали продукцию, может, вы все знаете, да? Да, это все прошли, да, мы? И я тоже ему такое говорю, не может быть такого. И действительно, девочки, вот мой муж Куаныш Айдаргалиев, он Шаронская роза, да, в Казахстане. К сожалению, его не пускают в Корею, потому что у него какие-то были проблемы с правительством. Из-за этого не пускают сюда. Вот 5-й год, спасибо, вот приглашает в Корею бесплатно, на туры, но он не может въехать сюда. И я говорю, ладно, если ты, давай я поеду. Вот этот раз я первый раз вот выехала. И говорю, надо посмотреть нашими глазами. Я говорю, я хоть не поеду, я верю. Я верю. Вот вчера Пахангиль сказал, что не морочитесь, что будет с компанией, что это будет. Вы верьте. И вот мой муж верит. Ни одного человека со спонсорской стороны, ни одного балла, девочки. Даже мы, когда мастерское закрывали, это было нечто. Вообще, чуть-чуть не хватало, но у нас денег не было. Мы на квартире, ребенок больной. Знаете, вот в таком состоянии мы были. И когда мы мастерской закрыли, чуть-чуть не хватило. Я действительно взяла в долг, я говорю, у сестры, дай мне денежки, мы закроем, потом мы тебе вернем. Вот так мы закроем. Но, слава тебе, Господи, у нас, знаете, команда шикарная. Мы каждый день, вот этот мастерские закрывали. Представляете? Ни разу не было. Вот бывает же такое, мастерской закрыл, а следующий не закрыл, да? У нас никогда такого не было. Мы каждую мастерскую закрываем. Да. Вот, я думаю, я вот выступаю из-за того, что думаю,